Ланд. Отрывок из рассказа «Почтальонка». Вот и сегодня Ленка хорошо помнила здоровенного рыжего Кольку, дважды второгодника, от которого не раз приходилось после уроков прятаться в колючих кустах для школы. Как мечтала она, чтобы вредный мальчишка однажды куда-нибудь подевался, а зимой он приписал себе год свидетельствия и пришел в военкомат. И вот теперь погиб. Как же теперь, тетя Валя, подумала Ленка. Только неделю назад на дядю Лешу похоронку получила, а сегодня и Колька. За невеселыми думами Ленка не заметила, как добралась до деревни. Рядом к дому она отдавала односельчанам газеты и письма, и их глаза загорались радостью, и наоборот потухали. Вот и тетя Валин дом. Не поднимая глаз, Ленка протянула казенный конверт. Женщина не закричала, не заплакала, а схватившееся же сердце рухнуло на землю. Закричала уже Ленка. Прибежали соседки, засуетились, запрочитали, заохали. Низко опустив голову, Ленка выбралась из толчи и пошла дальше. Люди ждали писем от близких, воевавших час с врагом. Придя после работы домой, Ленка упала на кровать, свернулась клубочком и тихонько заплакала. Такое ее застала вернувшаяся с фермы мама. — Что с тобой, доченька? — встревоженно спросила она. — Что случилось? — Колька погиб. — Слепая, — шептала Ленка. — Помнишь, как я его на войне ненавидела? Хотела, чтобы он исчез. Тетя Валя в обморок упала. — Как же она теперь совсем одна будет? Не хочу больше почтальонка работать, продолжала она, хлюпая носом. Страшно. Лучше я в колхоз пойду и на ферму вместе с тобой. Решать, конечно, тебе, дочка, вздохнув, сказала на это мама. Но Марина, когда на фронт ходила, надеялась, что ты ее заменишь. Да и Колька тот же. Ну что ж, беспутным всегда был. Погляди-ка ж ты. Когда понадобилось, смог жизни пожалеть. Неужели ты слабее? Ленка поднялась к кровати, утерла рукавом лицо и достала из кармана помятый треугольник. Чуть не забыла, мама, от Марины. Давай вместе прочитаем. Слушая, как мама читает вслух письмо старшей сестры, Ленка думала о том, что никуда она с почтой не уйдет. Не может она показать себя трусливой и слабой. Ни перед Мариной, ни перед такими же девчонками, работающими вместе с ней. И даже перед памятью некогда ненавистного Кольки.